Оксана Ураченко узначальвае Жлобінскі раённы эколага-біялагічны цэнтр дзяцей і моладзі і займаецца ландшафтным дызайнам. Педагог, вопытны ўдзельнік зялёных сустрэч, на бягучы семінар прыехала адразу з новымі ідэямі. Асноўная прапанова – рэалізаваць праект маладзёжнага валанцёрства па захаванні чысціні вадаёмаў у сваім раёне. Данные семинары очень интересны в рамках общения с другими коллегами. Также они для меня очень полезны в плане того, что я развиваю свою насмотренность. Мы посещаем различные города нашей прекрасной малой родины и подчеркиваем для себя различные идеи в области эколого-биологической деятельности. Обменяться опытом с коллегами и повысить веды школьников об экологичных активностях – основная задача кожнага з присутных у зале. Так, у Калинковичах профильный центр налічвае каля 860 навучэнцаў. Под кіраўніцтвам настаўнікаў яны выязджаюць у заказники, где вывучаюць раслинный жывёльны свет и не только. Зеленая школа. Мы идем по проекту акция «Сделаем мир чище», собери макулатуру, сохрани дерево. То есть наши, не только мы, но и все наши учреждения активно участвуют в этих акциях. Также кто, если не мы, и вот именно городские школы очень активно ведут борьба с пластиком. То есть крышечки собирают, батарейки, все вторичная переработка. Тема нашего сегодняшнего семинара – это природоохранная деятельность. Очень актуальная тема в настоящее время. Сегодня у нас в области проводится большое количество акций, конкурсов, мероприятий по природоохранной деятельности с учащимися. Например, сейчас у нас вот прямо в эти дни идет акция «Беларусь синеокая» по охране наших водных ресурсов. Также идет акция по восстановлению леса, в которой принимают участие учреждения образования области. В области с 2018-го активно развивается проект «Зеленые школы». Праца з навучэнцамі таких школ ідзе па некалькіх напрамках, уключаючы ўдзел у акцыях па зберажэнні электраэнергіі, здачы другаснай сыравіны і пасадцы дрэў. На сёння да сеткі экалагічнай ініцыятывы подключились 75 установ эдукации региона. Органы Минприроды поддерживают данную инициативу и оказывают влияние в этом направлении. Дети, учащиеся этих зеленых школ, участники этих проектов со своими друзьями, со своими родителями, делятся приобретенными экологическими знаниями, такими как о необходимости разделения отходов, о недопустимости разведения костров вне установленных мест, о запрете выжигания сухой растительности, о негативном влиянии пластика на воду, воздух, почву. Інфармаванне моладзі па пытаннях аховы навакольнага асяроддзя – залог адказных адносін да прыроды. Калі клопату аб экалогіі вучыць з дзяцінства, граматныя звычкі ўжо дарослых зробяць нашу планету больш чыстай і прыгожай. Алеся Заяц, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».